Якутск – один из старейших городов Сибири, пристанище древнего народа Саха. Сотни лет долина Туймада хранит в себе мрачные тайны и мистику. И словно мертвец, каждую зиму город окутывает себя непроглядным туманом. Сегодня 31 октября, праздник Хэллоуин, а значит пришло время узнать топ-5 самых страшных мест Якутска. Возможно, все это слухи и домыслы, а возможно, в этих местах действительно проживает нечто сверхъестественное. Рискнете ли вы посетить их в самый страшный день в году? Топ-5 самых страшных мест Якутска. В каждой истории про страшные места всегда есть место кладбищем. Якутск не исключение. Речь идет о Вилюйском кладбище, самом старом кладбище Якутска, что находится в самом центре города. Людей здесь начали хоронить уже в 18 веке. На этом месте появилась первая Никольская церковь. Кладбище настолько старое, что даже архивы не помнят, где и кто захоронен. Вы не поверите, но здание торгового центра Палладиум построено на костях наших предков. В прямом смысле этого слова. Кладбище было действительно огромное. В некоторых местах даже не ставили могильных крестов. И из-за этого людей хоронили вместе со старыми захоронениями. Историй и легенд, связанных с этим кладбищем, множество. Люди рассказывают, что когда копают очередную могилу, за ними будто кто-то наблюдает, словно не хочет, чтобы продолжали беспокоить это место. Во время поминальных служб на кладбище при полной тишине иногда слышен необычный шепот, исходящий из ниоткуда. Из-за засохших венков и мертвой травы здесь часто происходят пожары. Но действительно ли это причина странных пожаров? Границы старого кладбища сейчас никто не помнит. Сейчас все рядом застроено новыми домами. И если вы будете проезжать по улице Лермонтова, то будьте уверены, под вами лежат сотни людей, чьи могилы каждый день топчут и тревожат. И когда-нибудь это им надоест. В дачном участке Родничок стоит необычный дом, издалека похожий на храм. Вблизи же оказывается, что он построен из подручных материалов. Досок, старой бытовой техники, железных арматур. На крыше множество колоколов разной величины. Необычные купола из самых необычных металлов. Также странного вида антенны, словно из фантазии какого-то безумца. Рядом с домом стоит маленькая будка, где написана таинственная надпись «Гробница», хотя внутри ничего нет. В самом доме несколько комнат. Самая необычная из них называется «Тайная комната». Рядом с ней висит старый почтовый ящик, где начерчено для тайных посланий. Также на стенах и досках множество слов и фраз на латинском языке. И среди них часто встречается фраза «Астра Хора», что значит «звездный час». Имеется несколько необычных ворот, так называемых порталов. Куда они ведут, что значат, посетивший этого места должен узнать сам. Дом украшают множество резных скульптур. Их вид одновременно завораживает и пугает. Они словно сделаны не в этом мире. Почти каждый уголок дома, каждая деталь содержит в себе тайну. Секреты, что хранит этот храм, невозможно отгадать. Вы, наверное, подумали, что он построен каким-то безумцем, сумасшедшим, что обитает в этом доме. Вы глубоко ошибаетесь. Автор этого необычного здания – профессор, доктор геологических наук Виталий Михайлович Мишнин, который с удовольствием проводит экскурсии. Он вовсе не является душевнобольным, как все утверждают. Прототипом его творения стал рыцарский храмовый замок из книги Уильяма Холдинга «Шпиль». Он строил его 25 лет, а после смерти жены решил продолжить строительство в ее честь. Сам дом в солнечный день не пугает, наоборот завораживает своей необычной красотой. Но если посетить замок ночью, то все тайные секреты начинают вылезать наружу. И если вы когда-нибудь окажетесь здесь, помните, на свете нет безумцев, есть только художники. На этом месте нет привидений и Абага, но оно действительно пугает своей историей. Речь идет о бывшем старом скотомогильнике, расположенном на пустыре напротив Мусхая. Да, кто-то скажет, чего же тут такого, тут просто бросали животных. Но мало кто вспоминает, что у этих животных была сибирская язва, одна из самых страшных болезней в истории человечества. Последствия этой болезни действительно колоссальны.
О вспышке сибирской язвы в Екатеринбурге в 1979 году до сих пор вспоминают с ужасом. По неофициальным данным, в тот год мучительной смертью погибло почти сотни человек. Выжившие даже не хотят говорить о том, что им пришлось пережить. Сам факт того, что в самом центре Якутска под землей лежат тысячи животных с сибирской язвой, уже является поводом для страха. До недавнего времени тут стояли жилые дома, сотни людей проходят через этот участок и даже не подозревают о дремлющей угрозе глубоко под землей. Но это еще не все. В скором времени здесь, на этом месте, хотят построить большую библиотеку, так как все здания в городе теперь строят по свайной технологии. Велик тот риск, что при бурении земли случайно вскроют могильник с сибирской язвой. Даже гадать не хочется, что же ожидает нас, когда болезнь вдруг начнет распространяться по Якутску. Общежитие номер 14. Один из первых жилых зданий Стунгородка. Каждый студент, проживавший здесь, расскажет свою пугающую историю о призраках, о блуждающей девушке с петлей на шее, о странных звуках, способных разбудить целый этаж. Множество странных и леденящих душу событий пережило это старое общежитие. Возможно, все наслышаны о неком маленьком старике, ночами расчесывающем волосы девушек, которые через несколько дней умирали при странных обстоятельствах. Сегодня же мы расскажем историю, о которой мало кто знает. Две одногруппницы, Шура и Виктория, решили поселиться здесь. Через несколько месяцев после заселения Вике стал мерещиться странный силуэт, выглядывающий из шкафа и исчезающий. Иногда ночами она резко просыпалась и слышала, что кто-то ее зовет. Она все рассказывала Шуре, но так как современная девушка не верила ей. Наступил Новый год. Шура уехала в свою деревню, а Виктория, так как была из Северного Улуса, решила остаться в общежитии. Через 2 недели Шура вернулась и была напугана видом своей подруги. Та ужасно похудела, губы засохли и потрескались. На макушке была видна лысина. Шура забеспокоилась и стала спрашивать, что же случилось с ней. Вика начала рассказывать и вдруг внезапно замолчала. Резко взглянула за спину подруги и закричала: «Зачем ты опять пришел?» Виктория взяла со стола тарелку с солью и кинула ее через всю комнату. Шура была напугана до смерти, побежала до вахты и все рассказала им. Позже приехала скорая, и Викторию забрали. Через несколько дней ее выписали, здоровую и бодрую, но та решила бросить учебу и уехать домой. Больше свою одногруппницу Шура не видела. Через несколько лет на встрече однокурсников она снова рассказала эту историю и добавила один факт, о котором молчала так долго. Когда ее подруга Вика кинула тарелку, то Шура ясно видела, как соль осела на невидимый силуэт человека, который, стряхивая соль, выбежал из комнаты. И если вы сейчас живете в 14-м общежитии и ночью слышите странные звуки, то можете быть уверены, что это не шумные соседи, а духи, что обитают здесь с самого начала. Первое место в нашем топе занимает знаменитый дом на Покровском тракте. Дом настолько таинственный и пугающий, что каждая история обрастает новыми фактами, один страшнее другого. Говорят, что раньше здесь жила армянская семья. Однажды ночью к ним ворвались воры, но, заметив хозяев, они зарезали их. Долгое время дом пустовал, пока в нем не заселилась новая семья. И после этого начало происходить что-то странное. Пропадали вещи, ночами кто-то бегал по дому. Техника внезапно переставала работать, а иногда были слышны даже голоса, словно кто-то не хочет, чтобы здесь жили. Несколько семей сменяли друг друга, но никто не мог жить здесь спокойно. Их всех преследовали ночные кошмары. Таинственные звуки из комнаты, где убили семью, пугали даже самого храброго жителя. Теперь дом стоимостью несколько миллионов рублей продается за сущие копейки. Но никто не собирается заселиться здесь. Каждый посетивший его рассказывает леденящие душу истории. Когда входишь в дом, кто-то начинает словно идти за тобой. Иногда даже ощущаешь холодное дыхание за спиной. Одна съемочная группа, решившая снять ролик про этот дом, не сумела этого сделать. При съемке на экранах были видны страшные помехи, а позже, при просмотре отснятого материала, было невозможно разобрать собственные голоса. Все видео содержало необычные звуки, среди которых иногда можно было слышать громкий детский крик.
Дом на Покровском тракте – самая известная городская легенда. Соседи утверждают, что все это слухи, что с домом все в порядке, но никто из них не может ответить, почему же тогда люди постоянно съезжают из этого дома, а посетившие его даже самые ярые неверующие в сверхъестественное начинают заикаться при упоминании этого дома. Вот такие страшные места имеются у нас в Якутске, и не обязательно в них должно быть что-то сверхъестественное. Сама долина Туймада хранит в себе много тайн и загадок, разгадать которых суждено лишь самым храбрым из нас. Знаете ли вы еще таинственные истории о нашем городе? Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и помните, что...